феврале и в марте 2010 года многотысячные митинги в городе Архангельске потрясли не только местную, но и федеральную власть. Вы это все прекрасно помните. Достаточно многочисленный митинг прошел в городе Архангельске весной этого года. Авторитетно развернулись в протестных акциях и показали себя достойно местное отделение Котловское, Плесецкое, Северодвинское, Новодвинское, Каргопольское и ряд других. Особо широкое внимание общественности привлекло обращение к президенту Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий губернатора Архангельской области Михальчука, озвученное фракцией в областном собрании на сессии почти год тому назад. Нужно отметить, что значительно усилила работу фракция КПРФ в областном собрании депутатов. И не только на законодательном уровне, но главное по числу отчетов фракции перед населением и оказанию практической помощи предприятиям и конкретным людям. Нужно отметить, что в частности за счет слаженной работы фракции мы сохранили Ленинский судоремонтный судостроительный завод. Я вчера встречался, кстати, с членами совета директоров этого завода. Сохранили Неандерские районные электросети. И, скажем, даже вот депутат Виноградова оказала конкретную помощь в обеспечении участников Великой Отечественной войны жильем. Этих участников в количестве 14 человек. И что особенно приятно, сидят северодвинские коммунисты. Там получил квартиру Алексей Лехов, я его называю Алексеем Леховым, но ему 104 года. Он благополучно вселился и живет в этой квартире. Внимание населения области КПРФ привлекли сбор подписей за отставку губернатора Архангельской области Михальчука и сбор подписей в народном референдуме. Значит, я скажу так, что мы обработали выборочно те бланки, на которых 8-м пунктом был отмечен уровень доверия к губернатору. Доверяете ли вы губернатору Архангельской области Илье Филипповичу Михальчуку? Мы нашли самый большой процент в Котласе, около 13%, а средний процент доверия к губернатору составляет 6-8%. И я скажу так, если, наверное, обобщить все, мы уверены, что он не превысит 10%. Я отмечал, что Каргопольское местное отделение КПРФ решительно выступило в защиту обманутых дольщиков, в том числе участников Великой Отечественной войны. И что важно, по результатам сентябрьского митинга в городе Каргополь, который провело местное отделение КПРФ, несмотря на то, что им выламывали руки не только им, но и жителям Каргополя. Митинг получил большой общественный резонанс. Вопрос взят под контроль Генеральной прокуратуры в отношении руководителя подрядной организации. Прокуратура все же была вынуждена завести уголовное дело. Не случайно, в силу заметности областного отделения КПРФ, ощущается приток свежих сил в партию. Мне было очень приятно недавно побывать на партийном собрании в городе Новодвинске. Там приняли партию прекрасных 5 человек, 2 причем таких симпатичных девчонок, 3 парней с хорошими биографиями, с хорошей работой. И Александр Сергеевич Готовцев отчитался, что недавно они провели партийное собрание и приняли в очередной раз уже 3 членов партии. Нужно отметить, что неплохо ведется работа и в городе Архангельске. Так, например, буквально 20 числа состоялось собрание в первичном отделении набережной Северной Двины, секретарь Виктор Владимирович Новиков. И мы пополнились 3 членами партии, а всего с начала этого года это отделение выросло на 9 человек. Вчера прибежал опоздавший, написал заявление в партию и попросил, чтобы мы поскорее провели собрание. И с начала года партийная организация вырастет на 10 человек.